Алло. Алло. Да, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Муслим Магомаев. Это звонок, можно сказать, из прошлого. Звонок из 60-х годов. Я думаю, что вы в Грозном знаете такую улицу Интернациональную. Там стоял двухэтажный дом, где родился ваш дедушка. Конечно. Основатель филармонии в Азербайджане, в Баку, по своей национальности чеченец. Я родилась напротив этого дома. Моя мама, русская женщина, учительница, была в общежитии там, где родился и дом был вашего деда. Мои корни точно такие же, как у вас. У меня в крови есть азербайджанская, чеченская, но, правда, добавлена еще и русская кровь. И я помню вас, когда вы приехали. Такой молодой, такой красивый. Вот ваш образ у меня в глазах стоит. Высокий, в белом плаще таком. Прекрасные туфли. Тогда вот только входила в моду узкие брюки. И голова, волосы, бриолин. Вот вы знаете, этот образ на всю жизнь сохранился. Я жила рядом с филармонией. И мы приходили. И вот эту сцену помню. Черный такой рояль. И я девчонкой была, 10-11 лет. И вы пели. И то, что мы испытывали, вот это я пронесла через всю свою жизнь. Вот ту какую-то общность, ту красоту, которая исходила от Муслима Магомаева. Я и сейчас горжусь тем, что у нас что-то с вами есть общего. Я желаю вам здоровья, счастья, любви с вашими друзьями и со всем. Вы не представляете, этого дома сейчас нет, ни моего, ни дома, где был ваш дедушка. Но мы, думаю, с вами оставим ту память, то тепло и те зернышки, которые были. И я думаю, вы олицетворили феномен чеченского и азербайджанского народа. Напомните, пожалуйста, а какую песню Муслим Магомедович пел вот в тот памятный для вас? Я вам скажу, тогда он пел песню, мы тогда, знаете, по-моему, Вано Мурадели, Бухенвальд, Кинобас. Это мне не изменяет моя память, правильно это? Да, возможно. Я, конечно, не помню точно. А я это помню. Я даже помню, где в ателье, где вы заказывали это прекрасное пальто. Он был законодателем моды. Да. Вы не представляете, вот вы знаете, да, это было действительно так. Мы все девчонки толпами ходили и смотрели, какой он красивый. Да. Очень жалко, что Грозный не смог сохранить свою жемчужину в лице Муслима Магомаева. Большое вам спасибо. Да, вот насчет Грозного и деда, сейчас вот Вагриус, дай бог, чтобы у них все было в порядке. Первый раз я взялся за мемуары, и не дай бог, если вдруг там развалится что-то, и они не выйдут. А истории своего деда я там, в общем-то, рассказываю. Это очень длинная история, мы не будем тратить на это времени. Но действительно, дед мой родился в Чечне, в Грозном. Но затем он переехал еще в юности в Баку, в Азербайджан, и писал музыку азербайджанскую именно. Ну, а я уж, естественно. И поэтому, когда мне говорят о том, что где-то мои предки были чеченцами, я, в общем-то, говорю, не та мать, которая родила, а та, которая вскормила. Потому что для меня, конечно, Азербайджан стоит на первом месте. Ведь Марио Ланца, итальянец, всегда считался американским певцом, даже языка своего не знал. Поэтому, а вообще-то у меня намешано столько кровей, что если сейчас начать считать, то это не хватит нам одной передачи. Дрожал голос, да, сейчас у зрительницы? Прямо дрожал. Давайте